Сегодня в Северной Осетии на водной станции проходят региональные соревнования «Юный спасатель». Командам предстоит принять участие в нескольких этапах – пожарная и физическая подготовка, спасение на воде и на суше. Здесь ребята учатся правильно реагировать в чрезвычайных ситуациях. Торжественное построение, напутственные слова и приветствие участников. Так начались республиканские соревнования юных спасателей. Конечно же, эти ребята при дополнительном обучении будут пополнять ряды наших спасателей, которые могут прийти на помощь уже на профессиональной основе. Ну, естественно, сейчас развернуто очень широко волонтерское движение, которое также мы это видели и на примерах всех тех чрезвычайных ситуаций, которые, к сожалению, в большом количестве происходили и в прошлом году, и в предыдущие годы. В соревнованиях приняли участие 9 команд со всей республики. Долгие тренировки и совершенствование спортивных навыков уже позади. Ребята отрабатывали различные упражнения – бег на скорость, скалолазание, оказание первой медицинской помощи. По словам участников, для победы необходим командный дух. Сегодня мы будем проходить много этапов. Они будут довольно тяжелые, мы к ним очень давно готовились. Мы прошли много соревнований, занимали места. И у нас уже команда, в принципе, была готова, потому что мы очень любим друг друга и всегда были вместе. На каждом этапе строгое жюри оценивало подготовку команд, которые проходили полосу препятствий, разбирали завалы, спасали утопающих и тушили пожар. В пожарной эстафете ребята преодолевают на скорость различные препятствия. Конкурсанты одевают снаряжение, прокладывают рукавную линию и спасают условного пострадавшего. Соревнования юных спасателей напоминают фильм «Катастрофу». Главная цель – обучение действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Задания, которые выполняли школьники, под силу далеко не каждому взрослому. На подобных соревнованиях дети могут на практике испытать и пожарную подготовку, тут и преодоление препятствий, и надевание формы. Ну и просто детям это нужно знать, потому что мало ли может так оказаться, что взрослому станет плохо, и ребенок должен знать, как оказать помощь и вообще, что нужно делать. Вот, так что я считаю, это нужно развивать в республике активнее и все чаще проводить подобные соревнования. Ребята, на удивление опытных сотрудников МЧС, легко и быстро справились с пожаром и помогли потерпевшим. Спасатели пока хоть и юные, но подготовка у них уже не по-детски серьезная. Победители представят республику на региональных соревнованиях. Ирина Дзабаева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.